Мы хотели спокойно, на равных с другими выступить. У нас были те же слова, что было сказано перед нами. Мы просили это слово дать нам. Мы, каждый из нас, который хотел выступить, мы приготовили свое выступление. Я скажу своими словами. Прошло 75 лет со дня депортации народа. Это более чем достаточный срок, чтобы оценить случившееся, сделать необходимые выводы и извлечь уроки из прошлого. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность руководству тогдашнего Казахстана и братскому казахскому народу, и другим народам, которые населяли тогда, в 1944 году, Казахстан и Киргизию, благодаря которым нам удалось выжить и сохранить свою национальную идентичность. Жители Казахстана, несмотря на собственные тяготы и лишения, несмотря на созданный устрашающий образ спецпереселенца, предоставили ингушам кров и делились последним куском хлеба. Казахстан стал для нас практически второй родиной. Тысячи ингушей нашли свой последний покой на этой гостеприимной земле, не дождавшись разрешения вернуться. Сотни погибли по дороге в местах депортации. Они вечно останутся жить в сердцах потомков. Вечер долгах это был долге ждутся. Сегодня на государственном уровне осуждены все преступные политические акты эпохи сталинизма. Принят самый гуманный закон. Закон о реабилитации репрессированных народов. Но этот справедливый закон уже 27 лет остается только на бумаге. В 1992 году восстановлена государственность ингушского народа, но до сих пор не очерчены границы республики в соответствии с законом о реабилитации. Пока не будет исполнен этот закон, говорить о преодолении последствий депортации и о фактической реабилитации народов не приходится. Поэтому мы призываем федеральные власти к исполнению всех пунктов закона о реабилитации репрессированных народов. Да, Сталина признали врагом народа, но если положить на чашу весов все зло, которое причинили Сталин и другие внешние враги ингушскому народу за 13 лет депортации, и зло, которое причиняется внутренними врагами в течение 26 лет существования республики, я не возьмусь предположить, какая чаша перевесит. Нашим руководством до сих пор не определены национальные приоритеты по территориальной реабилитации ингушского народа. Более того, соседним регионам позволяется отторгать куски от и без того незначительной площади ингушской земли. Власти Северной Осетии с молчаливого согласия федерального центра препятствуют возвращению ингушей на историческую родину в отдельные населенные пункты пригородного района, ссылаясь либо на противоправный принцип о невозможности совместного проживания, либо на надуманную подохранную зону. Вместе с тем, на ингушских землях создаются поселения для выходцев из внутренних районов Грузии. Подобная практика притеснения исконного населения в пользу иностранных граждан неоднократно осуждалась в международном праве. Так, к примеру, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун с начала 2016 года несколько раз призывал Израиль заморозить строительство и прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях, утверждая, что это обрекает на провал решения ближневосточной проблемы. Он заявлял, что право евреев на свое национальное государство не должно умалять аналогичные права палестинцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддерживал позицию Пан Ги Муна в этом вопросе. И в декабре 2016 года Совбез ООН одобрил резолюцию, которая запрещает Израилю строить поселения на спорных палестинских территориях. В числе стран, поддерживавших решение ООН, была Россия. Исходя из этого примера, мы просим федеральные власти, в частности МИД России, вмешаться в ситуацию в пригородном районе и запретить строительство поселений для выходцев из внутренних районов Грузии, а также содействовать их возвращению на свою родину. Здесь уместно вспомнить народную мудрость о том, что нельзя строить счастье на несчастье других. Параллельно с возвращением в Грузию и ее граждан нужно решить вопрос о безусловном возвращении всех вынужденных переселенцев ингушской национальности в места прежнего проживания в пригородном районе и в городе Владикавказ. Помимо этого, мы должны требовать компенсацию за незаконное использование Северной Осетии пригородного района.
необходимо просчитать недополученную нами экономическую выгоду за пользование соседним регионом землей и недрами пригородного района с 1944 года и добиться ее возмещения. Говоря о проблемах пригородного района, нельзя не затронуть ситуацию в некоторых селах, где преимущественно проживают жители ингушской национальности. Они находятся там в резервациях, не могут трудоустроиться, они не представлены в органах власти Северной Осетии. В отношении подразумеваемого совершения правонарушений ингушей на территории Северной Осетии часто применяется незаконное физическое воздействие, чтобы добиться нужных показаний. Поэтому необходимо на федеральном уровне поставить под сомнение справедливость приговоров северосетских судов в отношении ингушей. До сих пор числятся без вести пропавшие. Особая напряженность создает так называемый Чельменский пост, который не дает сблизиться ингушскому и осетинскому народам. Блокпост располагается не на государственной границе, не на границе субъектов страны, а между двумя ингушскими селами пригородного района. Спрашивается, какие функции выполняет этот пост, разделяя два села, где живут ингуши. По вопросу пригородного района, по восстановлению справедливости по отношению к нашему народу должна быть единая национальная идея, единый план действий всех органов власти. И, конечно, хотелось бы видеть в этом более активную роль федерального центра. Повторюсь еще раз. Принятие справедливых гуманных законов о реабилитации репрессированных народов, об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации вселили огромную надежду в сердца представителей нашего народа. Наконец могли исполниться мечты и чаяния переживших ужасы депортации соотечественников, о наказании государственных преступников, о восстановлении попранных прав, о своей государственности и светлом будущем. К чему мы пришли сегодня? Разве о такой жизни мечтали прошлые поколения? Приближая сегодняшний день, за 75 лет нам не удалось избавиться от скорби в наших глазах, являющейся отпечатком обманутых ожиданий. Это значит, что не о такой республике мечтали наши старшие. Не в такой республике видит будущее сегодняшняя молодежь. Благодаря проводимой политике удалось вырастить такую молодежь, которая ненавидит слово «власть». Такое поколение мы ожидаем видеть в будущем. При такой политике в отношении молодежи, которая нерешенность проблем внушает страх и неуверенность в завтрашнем дне. Действующая власть республики полностью дискредитировала и обезличила себя перед народом, действуя не во благо жителей, а в своих корыстных целях, ставя во главу угла бюджет, наживу и личное обогащение. С 2008 года основными задачами нынешней власти было лишь принятие закона о муниципальных образованиях, признание пригородного района неотъемлемой частью Северной Осетии, добиться морального, духовного разложения ингушского общества по принципу «разделяй, властвуй». Власти удалось посягнуть, казалось бы, не на самое святое и незыблемое, на свободу совести и внести раскол в религиозные общины. За 10 последних лет не решена ни одна приоритетная для нашего народа и общества задача. Мы видим, как наша власть преуспела в коррупционных инициативах. Хотелось бы повернуть эту инициативу и государственный разум в осуществлении национальных идей не только в масштабах региона, но и в масштабах всей страны. Могли ли старшие поколения и ныне живущие ингуши представить, что после всех преступных актов в отношении нашего народа родится и будет жить среди нас человек, называющий себя ингушом и лидером, который пойдет против воли всего народа и будет судиться с собственным народом в Конституционном суде мировой истории. Это единственный факт, когда по сути слуга народа обвиняет свой народ и судится с ним. Он сломил дух многих мужчин. Он приближает к себе только себе подобных, то есть тех, кто преуспел в продажности, лизоблюдстве и подкупности. Насколько нужно ненавидеть своих соотечественников и свою республику, чтобы вместо восстановления попранных прав и территориальной целостности республики единолично принять решение и об отторжении наших земель и передаче их соседнему региону, ввергая братские народы в состояние взаимного недоверия и отчуждения. Особую роль в этом процессе сыграли некоторые продажные депутаты парламента, назначенные руководством республики, которые использовали в этой ситуации национальные интересы австроевцев.
Руководитель всегда должен помнить, что любое его действие, хорошее или плохое, всегда судьбоносно для конкретного человека или народа в целом. Оно отражается на судьбе практически всю жизнь. Из-за неисполнения прямых обязанностей руководством региона считаю, что наступило время нести законодательную инициативу о преступной халатности власти, предусматривающей ответственность государства за неисполнение решений. Необходимо потребовать от Комитета по законодательству Народного собрания парламента Республики Ингушетия, исполняющего обязанности председателя комитета Батыр Хамхоев и исполняющий обязанности председателя парламента Сукиев, не блокировать рассмотрение следующих законопроектов. Законопроекта о смешанной системе выборов парламента и выборы главы республики. Исполнение закона о реабилитации репрессированных народов в полном объеме, включающим социальную, экономическую, политическую, культурную и территориальную реабилитацию. При реализации закона о реабилитации, в частности, восстановлении территории, считаем также целесообразным выдвинуть требования о передаче Ингушетии все населенные пункты по Дарьяльскому ущелью, включая контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, так как все они являются исконно ингушскими селами. Эта мера будет оправдана с учетом исторической справедливости и географической близости Дарьяльского ущелья к Джейранскому району Ингушетии. Еще возвращаясь по поводу сегодняшнего мероприятия, празднование в России именно 23 февраля, Дня защитника Отечества, не имеет под собой никакого исторического обоснования. Этот день не отмечен никакими значимыми событиями, свидетельствующими о славе и мощи армии. Зато для нашего народа и для братского чеченского народа 23 февраля навсегда останется днем памяти и скорби, в который мы поминаем своих близких, погибших в годы депортации. Однако, как и другие народы, мы хотим вместе со всей страной праздновать День защитника Отечества. Для этого мы требуем от Народного собрания законодательной инициативы о переносе этого государственного праздника на другой день календаря, чтобы отдать дань уважения, стойкости и мужеству тех, кто пережил ад депортации. Необходимо принятие по линии соцзащиты адресной помощи выжившим репрессированным. Необходимо принять по линии соцзащиты Министерства финансов программу об оказании адресной помощи выжившим репрессированным. Помощь должна обязательно включать надомное социальное обслуживание в зависимости от индивидуальных потребностей и жизненных обстоятельств репрессированных. Уверен, что это будет лишь малым вкладом государства и в признании допущенного беззакония и восстановления справедливости. Вей иза балы хуж, вей дахар хуж, вей ниц хуж, вей бусыл дыр хуж, уол вей уол бачах.